Сегодня мы начинаем новый раздел «Герои и антигерои. Реальность и выдуманные истории». Урок 67. Казахская народная сказка «Ертостик». Эпиграфом к уроку будут слова Александра Сергеевича Пушкина. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. На уроке узнаете об особенностях волшебной сказки. Познакомитесь с казахской народной сказкой. Для начала вспомним, что такое сказка и какие бывают виды. Сказка – один из основных жанров устного народного творчества. Сказки делятся на сказки о животных, волшебные и бытовые. Волшебная сказка отличается от сказок о животных и бытовых чудесными событиями и действиями. Сюжет волшебной сказки увлекательный и тесно связан с главным героем и его заданием. Ее персонажи делятся на две группы. В одну входит главный положительный герой со своими помощниками, а в другую – отрицательный герой и его помощники. Самое интересное в волшебной сказке – путешествие, во время которого главному герою предстоит пройти немало испытаний и преодолеть разные трудности. В сказке параллельно существует два мира – реальный и волшебный, подземный, в который герой попадает из реального. Сюжетно-композиционное построение волшебной сказки обычно включает такие элементы, как завязка, отлучка, запрет, нарушение запрета, появление героя, трудная задача и ее выполнение, волшебные помощники и предметы, бой с противником, победа и возвращение героя. Поступки главного героя показывают, каким должен быть хороший человек. Он совершает благородные поступки и не требует за них награду. Сказка наставляет на правильный жизненный путь и дает положительный пример читателю. Главная идея волшебных сказок – добро обязательно должно победить зло. Справедливость должна восторжествовать. Упражнение 1. Послушайте начало сказки «Ертостик». Каков ее зачин? Найдите описание внешности главного героя. В чем его особенность? В далекие годы жил на свете скотовод Ерназар. Счастливо жил старик. Имел он 8 сыновей, 8 помощников. Но вот случился в степи большой джут. Погнали казахи в сход в благополучный край, где не было голода. Вместе с ними откочевали и 8 сыновей Ерназара. А сам Ерназар со своей старухой остался дома. Пищей он запасся на целый год. Надеялся старик на родной земле пережить голодное время. Прошло 12 месяцев. Не вернулись сыновья к отцу, и никаких известий о себе не прислали. Кончился запас пищи у Ерназара. Стали голодать они со старухой. Сильно ослабели они, едва держались на ногах. Вот встала однажды вечером старуха с постели, открыла тундук. Посмотрел Ерназар и увидел, висит на веревочке лошадиный тостик. Обрадовался старик, говорит: свари его поскорее. Сварила старуха тостик. Съели они его, насытились, окрепли. Через 9 месяцев родила старуха сына, назвали его Тостиком. Не по дням, а по часам рос малыш. Прошел еще 1 месяц, а все его принимают за годовалого. Прошел год, а Тостику дают уже 15 лет. Такой он был рослый и здоровый, настоящий батыр. Хорошо было иметь такого сына. Пойдет Тостик на охоту, настреляет диких коз и птиц, принесет домой много мяса.
сытно жили его родители. Упражнение 2. Выпишите из текста заимствованные из казахского языка слова и объясните их значение. Это такие слова, как джут, тундук, тостик, батыр. Джут – массовый падеж скота от голода и засухи. Тундук – это войлок, покрывающий верхний круг юрты, который открывает для проникновения воздуха и света. Тостик – это грудинка, батыр – богатырь. Упражнение 3. Прочитайте в хрестоматии продолжение сказки «Ертостик». Продолжите данную сюжетную линию. Жил на свете скотовод Ерназар. Имел он 8 сыновей. Большой Джут. Откочевали сыновья Ерназара и не вернулись к отцу. Кончился запас пищи у Ерназара. Лошадиный тостик. Упражнение 4. Прочитайте по цепочке продолжение сказки. Как вы думаете, какой мир противопоставлен земному? Как попал главный герой в чужой мир? Когда отъехал Ертостик подальше от каравана, заговорил Шалқұйрық человеческим голосом. «Теперь у нас с тобой одна душа, Ертостик. Запомни, что я скажу. Возле твоей точилки нас поджидает Баба-Яга. Она попытается тебя поймать, когда ты будешь поднимать точилку. Отвлеки внимание старухи, а я сделаюсь ниже полыни. Ты на ходу сможешь поднять и увести точилку, только назад не оглядывайся». Вот подъезжают они к Саксаулу. Увидел Ертостик ветхую старуху, закричал ей громким голосом: «Бабушка, сидящие за тобой девушки, все ли твои?» Оглянулась старуха. Шалқұйрық сделался ниже полыни, схватил Ертостик на полном скаку точилку и был таков. Догадалась старуха, кто ее перехитрил. Захрипела она страшным голосом, зашипела по-змеиному, засверкала глазами, кинулась догонять Ертостика. Быстрее стрелы летит Шалқұйрық, но и Баба-Яга не отстает. Гонится за ним по пятам. Такая тут началась скачка, что горы стали рассыпаться, как кучи песка. Зацепил Шалқұйрық на полном скаку копытом черный камень величиной с юрту. Пополам треснула земля под лошадью, и провалился под землю Ертостик вместе с конем. Долго летели они вниз, наконец остановились. Встал Шалқұйрық на 4 ноги и заговорил человеческим голосом: «Мы в подземном царстве змеиного хана Баны. Здесь поблизости должен быть его дворец. Оставь меня, когда увидишь его. Войди во дворец один. Вход охраняют 2 черные змеи. Они будут свистеть и бросаться на тебя, но ты не пугайся. Это рабы хана Баны. Когда пройдешь через дверь и войдешь в комнату, подползут к тебе 2 серые змеи. Они заберутся за пазуху и вылезут из голенищ. Эти змеи – дочь и сын Баны хана. Ты их тоже не страшись. Когда ты сядешь на пол, к тебе со свистом подвинутся 2 громадные желтые змеи. Это сам Баны хан и его жена. Держись с ними смело, иначе потеряешь к себе уважение, и мы не сможем найти дорогу назад на поверхность земли». Все так и вышло, как предсказал Шалқұйрық. Когда желтые змеи превратились в людей, мужчину и женщину, увидел Ертостик перед собой хана Баны и его любимую жену. «Добро пожаловать, Ертостик!» – приветствовал гостя хан. «Жители подземного царства уважают смелых людей, живущих на земле. Они не обидят тебя». И серые змеи тоже приняли человеческий образ. Увидел Ертостик стройного юношу и красивую девушку.
дети хана Баны радостно приветствовали Иртостика, а две черные змеи превратились в черных рабов. И с низкими поклонами подошли они к гостю, готовые служить ему. Долго прожил Иртостик в подземном царстве. Земному миру противопоставлен подземный мир. Как главный герой попал в чужой мир? Конь Иртостика зацепил копытом черный камень. Земля треснула пополам, и они провалились под землю. Упражнение 5. Рассмотрите иллюстрацию. Устно опишите внешность главного героя. Дополните полученное описание примерами из текста сказки. Назовите помощников Иртостика. Опишите их и их способности. Упражнение 6. Дочитайте в хрестоматии сказку Иртостик. Найдите эпизод спасения птенцов. Какие черты характера проявляются в поступке Иртостика? Упражнение 7. Сочинение сказки по кругу. Сядьте в круг. Каждый из вас по очереди должен придумать по одному предложению, продолжающему сюжет сказки. Внимательно следите за тем, что говорят ваши товарищи, чтобы продолжить именно ту сказку, которая была начата, и именно с того места, на котором остановился предыдущий рассказчик. Например, Иртостик и Кинжикей поженились. Кто-то продолжает. Жили они счастливо. Третий говорит. У них родились необычные дети. Четвертый ученик продолжает. Родились мальчик и девочка. Мальчика назвали Санжар и так далее. Задание для развития речи. Выразите свою позицию. Какие две группы героев можно выделить в сказке? Дайте развернутый ответ на вопрос. На кого из героев сказки вы хотели бы быть похожим? Почему? Упражнение 8. Используя прием Попс-формула, докажите, что Иртостик относится к волшебной сказке. Позиция. Иртостик относится к волшебной сказке. Обоснование. Потому что в ней происходят чудесные события, есть волшебные предметы. Пример. Богатырь рос не по дням, а по часам. Есть Баба-Яга. Герой попадает в подземное царство. Герои имеют удивительные способности. Следствие. Сказка построена на путешествии главного героя и приключениях на пути к цели. В конце он возвращается домой, и у сказки счастливый конец. Учимся самостоятельно. Измените сказку Иртостик, придумав вместо подземного царства другое, которое повлияло бы на ход событий. Образец взят из интернета. Некоторые места изменены.